историческом парке «Россия. Моя история» прошла выставка, посвященная 250-летию со дня рождения Ивана Емельяновича Мигалкина и презентация его бюста родоначальника Якутской степной думы. Бюст Ивана Емельяновича изготовлен скульптором, заслуженным деятелем искусств Якутии Василием Сивцевым. После выставки памятник установят в центре села Тулуна Усть-Алданского улуса. Наслед является родиной Ивана Мигалкина. Якутская степная дума – это первый опыт самоуправления народа Сака. Согласно уставу 1822 года было проявлено высочайшее повеление императора о возможном создании степных дум для народов России. И воспользуясь этими правами, наши головы улусов добились создания Якутской степной думы. И эта дума – прообраз нашей Якутской республики. Потому что те вопросы, которые они поднимали в ходе работы, как раз напрямую касаются развития нашей республики. Это первый и главный, например, земельный вопрос, разделение границ, освоение новых земель, вопросы образования, вопросы запрещения питейных заведений, алкоголя, вопросы отправки нашей официальной делегации к императору. И те вопросы, которые они поднимали, хотя эта дума работала всего-навсего 11 лет, касаются напрямую нашей современности. И не зря после закрытия мыслители, деятели XIX века всегда поднимали вопрос возрождения Якутской степной думы. Иван Мигалкин – основатель первого органа самоуправления Якутской степной думы. Дума начала свою работу в январе 1827 года и действовала 10 лет. В результате ее работы было изучено демографическое положение Якутии, признано право на владение землей якутами, а также Якутия вошла во всероссийское экономическое пространство, в ней поднималось хозяйство, мелкое товарное производство и предпринимательское дело. Получился орган, который был параллелен окружному управлению. Местному русской администрации образовалось параллельное управление, только якутское. Поэтому и называлось инородческая Якутская степная дума. Якуты самоуправлялись. Функции их были определены местными проблемами. Но они, соответственно, устава им удалось делать больше, чем может это делать начальник какого-то округа. Как Иван Емельянович сумел объединить эти разрозненные улусы, когда две главы улусов не могли слова единого найти, да? Дело в том, что объединяла людей беда. Тогда Амур еще не был открыт, поверьте, в начале 19 века. Вот этого движения не было, речного. Железной дороги не было. Как содержали Камчатку, Охотск? Только на якутских лошадях. Болото, горы. 1200 километров бездорожья абсолютно. Северный завод, он осуществлялся силами якутов. Бесплатно. В порядке повинности. Вот эта проблема, она объединяла всех. Они поняли. Не поодиночке жаловаться Земскому суду, Иркутску, Петербургу, а надо объединяться и отстоять права, чтобы, наконец, на основе контрактов, подрядов, чтобы оплачивали наши эти убытки. Убытки в хозяйстве якутов. Лошадь не возвращалась, подводную повинность решила степная дума. Стали возить эти грузы на подрядной основе. То есть в область хлынули деньги в оборот области. До этого даже денег у якутов не было. Представляете, были совсем мало было. Такой, представляете, прогресс. История государственности Якутии представляет собой долгий и трудный путь.
В нем были периоды всеобщего подъема, значительных достижений и годы спада общественного движения. Уже с 1677 года начинается отстаивание своих прав. Специальная делегация во главе с Мазары Базековым поехала с Челобитной к царю Федору Алексеевичу. После этой встречи царский указ, изданный 9 февраля 1677 года, предоставил право и власть якутским тойонам участвовать в сборе ясака. В 1680 году отправилась в Москву вторая депутация. В результате Мазары Базеков стал называться князцом. Его слово стало весомым в воеводской канцелярии. Таким образом, якутская аристократия стала внедряться в российскую государственную систему. 14 декабря 1766 года были изданы манифест и именной указ императрицы Екатерины II об учреждении комиссии для сочинения проекта нового уложения. Выбирать своего депутата имели право только некочующие народности. Иркутская губернская канцелярия считала якутов кочевыми, поэтому даже не известила о проведении выборов в Якутии. Несмотря на это, в 3 улусах – Кангаласском, Намском и Ботурусском – провели выборы. Большинством голосов депутатом в комиссию был избран Сафрон Сыранов. Иркутская губернская канцелярия не признала законность выборов Сыранова и находила, что его не следует отправлять в Москву. Однако якутские тойоны настаивали на отправлении своего депутата. В итоге, проявив упорство, Сафрон Сыранов все-таки поехал в Москву, где сумел добиться личной встречи с императрицей Екатериной II. 23 октября 1768 года именным указом императрицы Сыранов был объявлен депутатом комиссии по составлению нового уложения. Большинство предложений Сыранова царским правительством было удовлетворено. Так вышли царские указы о разрешении вносить ясак деньгами, о сборе ясака самими якутскими родоначальниками, указ о разбирательстве между ясачными в их ссорах своими начальниками. В 1908 году в газете «Якутская жизнь» видный общественный деятель Василий Васильевич Никифоров писал, что таким образом было положено первое основание якутскому самоуправлению, то есть был ликвидирован институт сборщиков ясака и частично признаны административно-судебные функции родоначальников. В 1789 году глава Барагонского улуса Алексей Аржаков, Сяген Аржаков, добился аудиенции у императрицы Екатерины II и представил ей план о якутах. Согласно проекту, надлежало всех якутов объединить в одном общем управлении областного якутского предводителя, учредить особый суд, в котором должны заседать областной голова с улусными головами, освободить якутов от повинности тянуть лодки по рекам, возложив обязанность на ссылаемых законопреступников, освободить якутов от содержания 36 станций по Иркутскому тракту, назначить в исправники людей не только сведущих в обычаях, но и в языке якутов, учредить в Якутске школу специально для якутских детей для подготовки их на общественную и государственную службу, утвердить места, расчищенные под пастбища, на вечное владение тому, кто их обработал. Анализ 6 пунктов требований Аржакова позволяет сделать вывод о том, что уже в конце XVIII века якутские родоначальники осознали необходимость борьбы за самоуправление и суд, за право на получение образования и на расширение полномочий родного языка, то есть за политические и гражданские права. Важным шагом к укреплению местного самоуправления стало учреждение Якутской степной думы в 1827 году. Как идейный вдохновитель, организатор и несомненный лидер, родоначальником был избран Иван Емельянович Мигалкин, прямой потомок исторического князца Лигоя, сыгравшего решающую роль в событиях, связанных с вхождением Якутии в состав российского государства. Иваном Емельяновичем были внедрены предложения по заселению пустолежащих мест в Охотском крае, Вилюйском округе, Аймеконии и проект по спуску озер для расширения лугов и пастбищ.
Эти проекты были вызваны необходимостью обеспечить землей все ясачное население. В 1828 году в областном правлении был поднят вопрос по словесному предложению Мигалкина о заведении в якутских улусах для обучения детей приходских училищ. Так, в истории Саха впервые были приняты меры по реализации планов народного образования. В результате десятилетней работы Якутской степной думы стало признание за якутами права на владение землей, началось возделывание земли, освоение земель с северо-востока. Определенные грузопоставки на дальневосточные рубежи России с внутренней повинности перевели на подрядную основу, что позволило оставлению в денежном обороте области крупных финансовых средств. Данные меры способствовали активизации якутских торговцев, развитию мелкого товарного производства, расширению внутреннего рынка страны. Якутия вошла во всероссийское экономическое пространство, что привело к ликвидации экономической замкнутости Якутии. Роль Ивана Емельяновича в распространении общественно-политической мысли, его вклад в становление государственности якутского народа несомненны. А внедренный в Якутии при помощи учрежденной Иваном Емельяновичем Мигалкиным Степной думы либеральный устав об управлении народцев окажется настолько жизнеспособным, что будет действовать до установления советской власти в Якутии. Якутск является самым старым городом на Дальнем Востоке России. Представительный орган власти появился в Якутии одним из первых в Дальневосточном регионе. В 2022 году Якутской городской думе будет 200 лет. С 1993 года, после распуска городского совета, городской исполнительный комитет преобразовался в мэрию. Представительный орган управления городом возник в лице городского собрания в 1995 году. Председателем был избран Александр Кинкемен. В 2002 году в Российской Федерации был проведен референдум по переходу к местному самоуправлению. В 2003 году вступил в силу известный федеральный закон 131 об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Тогда же в марте были проведены выборы депутатов первого созыва местного самоуправления. На 7-й очередной сессии окружного совета 22 июля 2008 года окружной совет города Якутска был переименован в Якутскую городскую думу, что является историческим названием представительного органа города Якутска.